программасы нефбеттики яйынларына тақдым еті. Біз әр вақыт олғаны кеби сізлеріні чешет жанрларнен ве дүнияже мешур чалғычыларнен таныш етмеге ашықамыз. Бүгін есе біз этно-джаз йөнелішінен таныш олачақмыз ве бөйлелікнен сізлерге ән güzel тесуратларыны бағышламаға тырышачақмыз. Немножко знакома с творчеством этого музыканта. Да, я фанат Тиграна Амосяна. Я слушаю его с первого альбома. Его творчество привлекает то, что он новатор во многом. Когда его слушаешь, ты действительно проникаешься важными вещами. Я не помню, как я первый раз услышала Тиграна, и это был, по-моему, альбом и песня «Mother». Он очень талантливый, очень своеобразный, очень самобытный. Я специально поехала в Роттердам на фестиваль North Sea Jazz, где посетила его концерт. Он очень особенный человек, музыкант. Мне даже очень хочется сегодня с ним как-то пообщаться. Я знаю, что он привлекал музыкантов из разных стран, чтобы смешивать музыку. Мне очень интересно, когда музыканты экспериментируют с фольклором, но делают это вот просто как-то особенно интеллигентно, не просто погружая ту или иную народную песню в современные ритмы, а вообще как меняя где-то даже корень, но не портя. Как-то так. Мне очень нравится, это импонирует. Вот поэтому я сегодня тут. Я, в принципе, интересуюсь музыкой, и в том числе различными музыкальными коллаборациями. Я всегда занималась и считаю, что нужно пропагандировать крымско-татарскую культуру, различные смешения делать музыкальные, в том числе с музыкой других народов. И осовременивать ее — это очень важно, потому что какой бы ни был этнический глубинный продукт, его для того, чтобы его лучше узнала публика, лучше воспринимало молодое поколение, лучше делать его на современный момент. Поэтому это может быть джаз, это может быть этно-рок, как наш Шатур-Будур, это могут быть различные другие этнические какие-то коллаборации, но всегда в смешении получается самое интересное. У меня ребенок занимается музыкой, мы посмотрели в YouTube. Нам очень понравилось. Сегодня будет концерт замечательного пианиста, и очень хотелось бы приобщиться к культуре. Потому что это замечательный музыкант, который нам очень нравится, у него интересная музыка, вот поэтому мы здесь, собственно. Альбомов мы не знаем, мы его узнали буквально полгода назад, наверное, и то через других исполнителей. Мы любим джаз, мы любим то, что он экстремальный, более все-таки джаз, этим и привлекает. Потому что приехал пианист мирового уровня, и я думаю, в Киеве нельзя пропускать такие мероприятия. Я не слышал ни разу, когда он играет соло-пиано, я слышал чаще, когда он играет в каких-то составах или в трио. Решил узнать, как это соло-пиано от Тиграна Амосяна. Зустрічайте, Тигран Амосян! Bu çalgıcı, miyaretli piyanacı ve eksperimentator. O Monk yarışında galibiyeti elde etken son bütün dünyaya meşhur oldu. Onun fan klubuna bir çok meşhur cazmenler kireler. Onlardan biri Chick Corea.
Тигран, скажите, пожалуйста, а что для вас джаз? Это способ самовыражения или что? Что джаз? Jazz is for me, yes, freedom of expression, and jazz is just a tool for me to improvise. I think jazz is, definitely, if not the highest form of improvised music, art of improvisation, then it is one of the highest forms out there. And for me, this is the idea. It's all about being able to improvise and master the art of improvisation. Then jazz can be anything. Jazz was something different in the 20s. Jazz was different in the 50s, 70s, and now it's completely different. Obviously takes a lot of time and study and Да, джаз для меня это свобода самовыражения, и джаз — это импровизация. Это одна из самых высших форм музыкальной импровизации. И для меня это возможность импровизировать и быть мастером этого искусства. Сейчас джаз совершенно другой, чем был в 20-е, 60-е или даже 70-е. Я очень много учусь, работаю, изучаю разные стили, историю джаза. Но для меня это осознание того, что джаз может быть разнообразным музыкальным видом самовыражения. Армянская, индийская и любая другая основа, но прежде всего, пока ты учишься искусству импровизации, ты используешь для себя более подходящую музыкальную лексику. А в ваш фан-клуб записались такие мировые звезды, как Чик Кория, Херби Хэнкок. А с кем из мировых музыкантов вам удалось поработать? Мировых музыкантов? Actually, everybody that I play with, my band, for me, they're the most important band members. Like Sam Minai, who was playing bass with me, or Arthur Natek, or Nate Wood. These guys are, for me, they're the most dearest musicians to play with and to live and share life with. It doesn't really matter, how, if you're very famous or not famous. For me, I'm just looking for musicians who will really understand what I'm doing Вообще-то все музыканты, с которыми я играю, моя группа, они для меня самые важные люди. Например, мой басист Сэм Минаев, Артур Найт, Нейт Вуд. Эти ребята самые близкие для меня люди, с которыми я играю, живу, разделяю свою жизнь. На самом деле, это не важно, насколько ты известен. Я просто ищу музыкантов, которые понимают то, что я делаю, и привносят в музыку что-то свое. Например, я работал с норвежскими музыкантами, которых я очень люблю. Ян Банг, Эйвин Арсет. Представители скандинавского джаза, который был всегда важным для меня. Меня вообще вдохновляют многие вещи. Кстати, вы планируете в ближайшее время все-таки записать с лейблом ECM, продолжать с ними работать и записать альбом? For the moment, no. Louis C. Lusso was something that was very exclusive thing. На данный момент нет. Луис и Люсо был эксклюзивным проектом. На данный момент я подписал контракт с лейблом Non-Touch. Вы записали с ереванским хором диск. На самом деле вы не побоялись экспериментов, классическая музыка. Это было очень здорово. Что ждет нас нового в вашем творчестве? I have many projects, and there's at least 2 projects that I'm considering for next album. But for the moment, my new solo album is coming out in how many days? 5 days. March 31st it's going to come out, and I will be touring for a while with that project, playing solo. But for sure, there's a lot of projects that I'm working on.
прекрасные впечатления. Пока что нет слов, было прекрасно, очень красиво, сказочно. Возникала куча фантазий, візуалізації в голові, воображенні. Необычная музика. Концерт був чудовий. Ми очікували, що це буде щось несподіване, енергетика. Я не знаю, нема слів. Круто, что нет слов. Эта музыка заставляет без разных слов переживать настолько какие-то разные бури эмоций. Лучший концерт подобного формата в моей жизни. Это восторг, это сплошные чувства, и такое ощущение было, будто бы не руки растут из этого человека, а человек растет из рук, из музыки. Это что-то космическое абсолютно. Bizim programımız sonuna keldi. Gelecek yayınlarımızda sizlerini ayretте kaldırıcı temaşalar bekleyip görüşmek üzere.